Слева саудовский журналист Джамаль Хашогги. Это 2 октября. Он идет в консульство за документами о разводе. Снимок справа сделан спустя несколько часов. Один из подозреваемых в убийстве журналиста выходит с территории консульства в его одежде и очках. Тем же вечером он летит в Эр-Рияд. Следующие 2 недели саудовские власти говорят, что Хашогги ушел живым. Потом признаются, журналиста убили, но это была трагическая случайность. Он якобы погиб в драке с сотрудниками спецслужб, и те попытались это скрыть. Турция проводит свое расследование событий, и ее версия расходится с саудовской. В понедельник, 1 октября, 3 человека прибыли в Стамбул регулярным рейсом. Они заселились в отель и отправились в консульство. В это же время еще одна группа проводила разведку на местности в Белградском лесу и в районе Яловы. Затем в Стамбул регулярным рейсом в 2:15 прибыли еще 3 и заселились в отель. Третья группа, 9 человек, включая генералов, прилетели на частном самолете и поехали в другой отель. Вся команда, 15 человек, пришли в консульство по отдельности между 9:50 и 11 часами утра. По подозрению в убийстве в Саудовской Аравии арестованы 18 человек, еще 5 уволены. Турецкие власти говорят, именно 15 из них совпали с именами людей, установленных в ходе их расследования. Есть среди арестованных и сотрудники консульства. Один из тех, кто лишился своего поста – Сауд Аль-Кахтани, старший помощник наследного принца Мохаммеда. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщает, что именно Аль-Кахтани отдал приказ убить Хашогги по скайпу. Открытым остается вопрос, где тело журналиста. Эрдоган требует назвать имя турецкого сообщника, саудовские дипломаты продолжают обещать тщательное расследование. Я выражаю намерение хранителя 2 святынь, короля Салмана бин Абдул-Азиза и наследного принца Мохаммеда бин Салмана, проследить за тем, чтобы расследование было полным и тщательным, правда стала известна и ответственные понесли наказание, чтобы были введены процедуры, позволяющие удостовериться, что ничего подобного больше не случится. Главное для саудитов сейчас – убедить мировое сообщество в том, что принц Мохаммед не имел отношения к убийству Хашогги и уж точно не был его заказчиком. Сегодня король и наследный принц встретились с семьей журналиста. И сегодня же в Саудовской Аравии начался Международный экономический форум. Многие дипломаты и главы корпораций планировали отказаться от участия в нем, когда об исчезновении Хашогги стало известно.